Условия проведения игры Ордо. Пояснение линии круга Ордо, времени, состав игры. Для взрослых расстояние от линии круга до центра составляет 6 метров, или же диаметр круга должен составлять 12 метров. Снаружи круга чертится еще один круг размером в 1 метр, внутри которого может зайти только играющий игрок. Подросткам для игры предоставляется 1,5 часа, а взрослым 2 часа. Количество игроков по республике: в областях 7 игроков, плюс 1 тренер, игрок 8 игроков. Пояснение по центру. Центром считается точка, которая при измерении со всех сторон оказывается равной. В центр вбивается гвоздь, на который завязывается синяя или красная нитка. В центр ставится хан, поверх которого кладутся альчики. В положении спинкой бык. Это действие обозначает группу. Пояснение по хан, томпой и игральных альчиков. В игре Ордо на первом месте стоит место хана. Хан приравнивается к 2 альчикам. Хан должен быть из старой монеты или тонкого олова. Для каждого игрока кладется по 5 альчиков, всего 68 альчиков. Так как хан засчитывается за 2 альчика, всего 70 альчиков. Пояснение по ат-алу. С разрешения судьи капитаны обеих команд из числа разложенных в центре альчиков выбирают ат. Ат выбирается из левых альчиков. Первыми право выбирать ат допускается та команда, альчики которых не были положены в центр. Команда, альчики которых не были положены в центр, считаются гостями, поэтому право выбора ат предоставляется им первым. Затем ат выбирает вторая команда, следующая команда, так как они считаются хозяевами поля. Капитаны команд, выбравшие альчики как ат среди альчиков, размещают с 2 сторон от центра в любом положении и уходят на свои места. Пояснение по жеребьевке. Ат-халчо. Судья раскладывает выбранный ат в ладони правой руки спинками вверх 2 команд, и каждый бросает выше головы для определения того, кому начинать игру. В зависимости от чей ат упал айкур вниз или та вверх, при сбрасывании начинает игру. Если при сбрасывании ат один из них не стал или же оба легли одинаково, жеребьевка будет продолжаться. Пояснение по топ-бузу. Разбить группу. Выбывает из игры, не выбывает из игры. Топ-бузу начинает та команда, у которого ат первым лег на та. Каждому игроку разрешается выбивать по 3 раза. Если игрок разбивает группу, то он продолжает игру. Игрок, который обычно выбивал альчик из группы, имеет право бить, наступив левой ногой на круг. Кадамык-кадо. Склонился на бок, бить опираясь. А в случае, если альчик не будет выбит, то одна его игра считается потерянной. У него остается еще 2 игры. Игрок, который разбивает группу в случае, когда его томпой поддержал или подал его партнер по игре, или играющий 2 раза наступил на линию круга, его томпой или альчик попал игроку из его команды и упал внутри круга, и если из его кармана или с другого места что-то упало внутрь рисованного круга, перевел свой томпой из одной руки в другую, соединил обе руки, курил во время игры, а также плевался внутри круга, матерился и, ударив альчик, оказался внутри круга в выгодном для игроков положении, его игра будет проиграна. Пояснение по приему кадамык-кадо. Выбывает из игры, не выбывает из игры. Прием кадамык-кадо используется с целью выбивания альчиков, попав вовнутрь. Альчики, близко расположенные к линии, считаются кадамык. Расстояние между альчиком кадамык и ногой, наступившей на линию, должно оставаться таким, чтобы томпой мог крутиться. Альчик обязательно должен выбиваться через линию. Томпой вместе с альчиком могут направляться в 2 стороны от линии. В случае, когда и томпой, и альчик будут направлены в одну сторону, игра будет не засчитана. В случае, если альчик выйдет за пределы линии, а томпой не смог достичь альчика, то игра будет не засчитана. Во время выбивания можно использовать удар вблизи кадамык-кадо. Тормак, удар с тыла, делать запрещается. Пояснение по тормак, удар с тыла. Пояснение по простому тору. Выбывает из игры, не выбывает из игры. При таком приеме пятка левой ноги должна быть на линии, правая нога сзади, левая рука отводится назад и удар совершается наклонившись. И если в это время альчик проходит сквозь внутренние альчики, томпой выходит за линию круга, и если при этом пятка была оторвана от линии, или томпой задел ногу игрока, или если игрок, отпустив руку и ногу, поднял томпой, удар не засчитывается. Если игрок после удара не смог попасть в круг, должен с места удара сдвинуться на шаг вправо или влево и совершить удар в дальний альчик. Должен выбивать игрок, выбивший альчик. Пояснение по сложному тору. Выбывает из игры, не выбывает из игры. Соблюдая правила простого тору, нужно томпой направить в сторону альчиков в кругу.
Если томпой остается внутри круга, то игрок имеет право на щелчок, а если не остался, то можно выбивать, пока не ошибется. Не разрешается прицеливаться тормак тору, когда игра только началась и еще не выбит ни один альчик во время выбивания альчиков игроком и на самой последней игре команды. В случае, если во время прицеливания тору альчик, на которого прицелившись, прошел сквозь альчики внутри, а томпой вышел за пределы, пятка игрока приподнялась с земли, томпой попал в ноги игрока, либо игрок возьмет свой томпой, не опуская руки и ноги, он выбывает из игры. Пояснение по боргу алу. Удар от груди. Пояснение по простому боргу алу. Выбывает из игры, не выбывает из игры. Игра будет проиграна в случае, если не отпустит руку от груди при подбирании томпоя. Пояснение по сложному боргу алу. Выбывает из игры, не выбывает из игры. Томпой должен быть направлен в альчике в круге и выбить альчик за линию круга. Выбитый альчик должен выйти с ближней линии круга, он должен пройти через альчики внутри круга. Игра будет проиграна, если его альчик будет проходить сквозь альчики внутри круга. Игра будет проиграна в случае, если не отпустит руку от груди при подбирании томпоя. Пояснение по приему кункай ату. Выбывает из игры, не выбывает из игры. Данный прием игрок использует, когда выбивает альчики, лежащие рядом. Носок игрока при этом должен быть в направлении к центру. Если игрок 2 раза наступит на линию, а нога, которая является опорой, не будет направлена к быдымыку, то игра будет проиграна. Пояснение по приему бай чертмек ату. Выбывает из игры, не выбывает из игры. Этот прием используется для нанесения удара сверху, чтобы попасть в круг, когда альчик находится на расстоянии в 1 или в 1,5 метра от линии. При стрельбе бай чертмек игроку требуется вставать на носок в направлении центра. Быдымах. Пояснение по приему ишкетушу. Когда томпой попадает в круг, должен привязаться к одному из альчиков или хану. Расстояние между ними измеряется в 40 см. До тех пор, пока игрок, находящийся внутри круга, не попросит судью измерить, расстояние не измеряется. Пояснение по приему чуко черту. Берден черту, щелчок по одной, кармап черту, щелчок придерживая, сюрё черту, щелчок собирая, хойверип черту, щелчок отпустив, топ черту, щелчок группы и сабаб черту, щелчок хлестком, хан черту, щелчок хана. При стрельбе, используя все виды выбивания, необходимо в обязательном порядке, чтобы при вставании поднималось сперва колено и только затем было движение ноги опоры. Пояснение по берден черту. Выбывает из игры, не выбывает из игры. Когда игрок попадает в круг, он может применять удары щелчком. При таком ударе левая нога должна быть параллельно на линии, соединяющей две крайние альчики. Другая нога также не должна переходить эту линию. После этого, передвигая или не передвигая колено, должен щелчком ударить один альчик, встать и обратно ударить другой альчик. Игра считается потерянной, если при выбивании альчик не выйдет за пределы круга. Томпой окажется дальше от альчика. Также томпой отскочит от руки и рукой игрок коснется земли. Пояснение по сабаб черту. Выбывает из игры, не выбывает из игры. Игрок может использовать данный прием, когда альчики густо расположены, может бить на расстоянии руки. При этом можно передвигать колено, но необходимо выбить не менее 3 альчиков. Во всех приемах щелчков нужно правильно садиться. Рука не должна касаться земли. Томпой не отрывается от земли. Колено не должно переходить линию, соединяющую два крайних альчика. Между стопой ноги и коленом согнутой ноги не должны оставаться альчики. При выбивании альчиков, если альчик не будет выбит, томпой окажется дальше от альчика. Из руки выскользнет томпой, и игрок рукой дотронется с земли. Если оба альчика останавливаются, то игра считается потерянной. Пояснение по койверип черту. Выбывает из игры, не выбывает из игры. Этот прием используется, когда томпой оказался рядом с отдельно лежащим альчиком. В этом случае выбивают этот же альчик в сторону большинства альчиков. При этом альчик должен быть выбит из круга, а томпой должен привязаться к другим альчикам. Этот прием можно использовать несколько раз, но при условии, что один альчик должен выбиваться из круга, а томпой привязаться к одному из альчиков в круге. Игра считается потерянной в случае, если томпой не привяжется к другому альчику или игрок дотронется рукой земли. Пояснение по кармап черту. Кахмай. Выбывает из игры, не выбывает из игры. Игрок заходит в круг выбивать щелчком один альчик, садится и выбивает еще один альчик. В это время томпой не должен ложиться арабек. После этого должен выбить альчик, лежащий в стороне, при этом держа томпой вертикально или горизонтально. Третий альчик тоже выбивается щелчком. При ударе кармап черту должно выбиваться не менее 3 альчиков.
Томпой игрока не должен выходить из его рук во время выбивания толчком. В случае, если томпой выскочит из рук, либо кончиком томпой ударит об альчик, игра считается потерянной. Пояснение по сюрё черту. Джамап. Выбывает из игры, не выбывает из игры. При таком ударе игрок альчики, рассыпанные по одной, попавшие в круг, выбивает так, чтобы они сгруппировались. При таком щелчке томпой не должен отрываться от земли, рука не должна касаться земли. И если щелчок получится не по прямому направлению, а вкось, удар не засчитывается. Пояснение по топ-черту. Топ-уру. Выбывает из игры, не выбывает из игры. Игрок может войти в круг, ударить один альчик, встать, а затем может бить в группу альчиков. Групповой считается, если в центре друг к другу близко расположено более 5 альчиков. При ударе в группу удар томпоем совершается, не передвигая колено. Если при ударе альчик задел игрока, томпой был оторван от земли или передвинулось колено или стопа, удар не засчитывается. Пояснение по хан черту. Выбывает из игры, не выбывает из игры. В хана можно бить и во время игры. При ударе хана колено также не передвигается. Когда в ордо остается 5 альчиков, начинается выбивание ханом. Первым начинает представитель играющей команды. Игроки, выбивающие хана, могут меняться. Команда, выбившая хана, забирает вместе с ханом 3 альчика. Другая забирает 2 альчика. А если есть еще время, пересчитают альчики, и команда, забравшая хана, первая начинает игру. Хан обязательно должен быть выбит из центра. Игра будет проиграна, если игрок, выбивающий хана команды, войдет внутрь круга ордо, заденет рукой хана, который еще не вышел за пределы. Хан был задет и обратно вошел вовнутрь. И если у игрока при отпускании из рук своего томпой выйдет за пределы линии круга, то хан обратно будет положен в центр, но в этот раз будет бить его противник.